Начнем с новостей и дат. Сегодня славяне всего мира, а это более 300 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник создали в 90-х годах прошлого века после распада СССР для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. А еще сегодня профессиональный праздник 1,5 миллиона человек, людей, связавших свою жизнь с водной стихией. Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или по-другому День мореплавателя. Специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики, в развитие гражданского общества в целом неоценим. Новость. Китайский производитель мобильной техники организовал сбор средств на выпуск электровелосипеда. Двухколесное транспортное средство получит дополнительный двигатель мощностью 250 Вт и аккумуляторную батарею, которая обеспечит его движение без использования мускульной силы. За счет алюминиевой рамы велосипед даже с учетом электронных компонентов обладает весьма скромной массой всего 16,5 килограммов. Все проводные соединения разработчики выполнили скрытыми, тем самым защитив их от случайных повреждений. Переключатели и кнопки управления, необходимые для работы с бортовым компьютером, вынесены на руль велосипеда. Режим, при котором активируется двигатель, позволит преодолеть 50 километров на электротяге. При условии подключения аккумуляторной батареи к домашней сети для ее полной зарядки потребуется около 6,5 часов. Новинка предлагается в двух цветовых исполнениях – черно-белом и оранжево-черном. На стадии предзаказа стоимость для участников кампании составляет $264. На мой взгляд, велосипед должен быть велосипедом. Он экологичный и, кроме того, яркий атрибут здорового образа жизни. А это какой-то ленивый велосипед. На что только не идут умы человеческие, чтобы прилагать меньше усилий. Вот лишь небольшая подборка изобретений, на которые сподвигла лень. О появлении стеклоочистителей, без которых не обходится ни один современный автомобиль, существует история. В начале 20 века одна американская пара поехала в путешествие на автомобиле. В пути их застал дождь, и мужчина заставил жену Мэри Андерсон высунуть голову в окно и сообщать ему обо всех изменениях на дороге. Вернувшись из путешествия, женщина придумала и запатентовала принцип колебания щеток стеклоочистителей. Эта идея была встречена с сопротивлением, но к 1916 году все американские автомобили стали оснащаться дворниками. Создателем одноразовых подгузников стал Виктор Миллс, американский химик и дедушка 3 маленьких внуков. Столкнувшись с массой неудобств, связанных со сменой пеленок, Миллс подумал: стирать не надо, а надо выбрасывать. Так появились трусики из материала, хорошо впитывающего жидкость и не сковывающие движение малыша. Роберта Адлера называют создателем мечты лентяя, ведь он разработал пульт дистанционного управления телевизором. Произошло это в 1956 году. Считается, что первый лифт был установлен в 1743 году во дворце французского короля Людовика XV в Версале, чтобы 33-летний король мог, не напрягаясь, подниматься в апартаменты своей любовницы, расположенные этажом выше. В 1795 году Кулибин разработал винтовые подъемные и спускные кресла для Зимнего дворца. Все эти подъемники использовали физическую силу рабов или слуг, реже тяглового скота. Вскоре после изобретения паровой машины ее приспособили и к подъемнику.